Сегодня мы поговорим о процедуре разработки и принятия коллективного договора как одного из важнейших внутренних локальных актов предприятия. На вопросы ответит директор Центра исследований социально-трудовых отношений Ильдар Таджибаев. Коллективный договор заключается между работодателем и трудовым коллективом. А кто именно имеет право участвовать в переговорах по обсуждению проекта соглашения? Здравствуйте, Ильдар. Здравствуйте. Абсолютно верно. Коллективный договор заключается между двумя сторонами трудовых отношений. Работодателя, представляющего работу, и работника, собственно выполняющими работу, предоставленную работодателем. От имени работодателя выступает администрация предприятия, организации или уполномоченное собственником лицо. От имени работников – профсоюзный комитет или иной представительный орган работников. В данном случае необходимо отметить, что только профсоюзы имеют свой отраслевой специальный закон. Он так и называется – закон о профсоюзах. Иные представительные органы работников законодательством не предусмотрены. Для участников переговора устанавливаются определенные гарантии. Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей сторон, а также эксперты, специалисты, приглашенные для участия в работе комиссии, на время переговоров освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, определяемый сторонами, но не более 3 месяцев. Переговорщики не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу, перемещены или уволены по инициативе администрации без предварительного согласия профсоюза, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение противоправных действий. Кто может инициировать ведение переговоров и как формируется состав комиссии? Любая сторона может инициировать переговоры по заключению колл-договора, обратившись письменно с таким предложением ко второй стороне. Вторая обязана приступить к переговорам в 7-дневный срок. Запрещается отказ от ведения переговоров. Для ведения переговоров создается полномочная комиссия на паритетных условиях, к примеру, по 5 представителей. Каждая сторона сама формирует свой состав. Профсоюзный комитет утверждает своих представителей решением правкома, а работодатель утверждает состав комиссии своим приказом. В состав комиссии от трудового коллектива целесообразно включить, кроме освобожденных членов правкома, это председателей, заместителей, если есть, также специалистов вышестоящего профсоюзного органа, Центрального комитета профсоюзов, областного совета, Федерации профсоюзов Кыргызстана. Как правило, администрацию в комиссии представляют руководители и специалисты отдела кадров, юридического отдела, службы нормирования оплаты труда, отдела охраны труда, техники безопасности и так далее. Следовательно, это высокообразованные, квалифицированные и опытные кадры. Такого же качества должен быть состав комиссии и от профсоюза. Члены комиссии, представляющие интересы трудового коллектива, должны обладать соответствующими знаниями, уметь применить их на практике, непосредственно в переговорном процессе. Для этого уровень их профессионализма должен быть достаточно высок. Не меньшую важность имеет и степень их независимости от руководства предприятия. Только в этом случае можно будет вести равный диалог и, соответственно, добиваться необходимых результатов. Сколько длятся переговоры и чем они заканчиваются? Переговоры должны длиться не более 4 месяцев. Если в ходе переговоров стороны не смогли прийти к согласию, составляется протокол, в который вносятся предложения сторон по устранению причин разногласий и срок возобновления переговоров. При возникновении в ходе переговоров разногласий стороны формируют из своего состава согласительную примирительную комиссию из равного числа представителей сторон. Согласительная комиссия в срок до 7 дней рассматривает протокол разногласий и выносит решение рекомендаций по существу спора. Согласованный сторонами проект колл-договора обсуждается в коллективе, дорабатывается с учетом предложений работников и принимается на собрании или конференции. Какие практические рекомендации вы можете дать по повышению эффективности проведения переговоров по колл-договору? Предложения в коллективный договор должны быть законодательно и логически обоснованы. При этом необходимо и важно делать ссылки на соответствующие нормы законодательных актов, приводить в пример статьи из коллективных договоров других предприятий, производить соответствующие расчеты, прогнозы и так далее. Кроме этого, необходимо взвесить пакет предложений профсоюза, оценить его стоимость в денежном эквиваленте. Это позволит вести более конкретный предметный диалог. Очень важно, чтобы на конференцию был вынесен согласованный проект колл-договора. При подготовке колл-договора важно и необходимо использовать опыт других предприятий и организаций, как нашей страны, так и других стран. Все предложения в новый проект договора можно разделить на процессуальные, то есть которые устанавливают порядок и условия регулирования различных взаимоотношений сторон, и денежные, которые предполагают дополнительные финансовые затраты. В первую очередь необходимо и рекомендуется рассмотреть процессуальные вопросы, после чего перейти уже к финансовым. Коллективный договор заключается на срок не более 3 лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами, либо со дня, установленного в самом коллективном договоре.
И главное помнить, что основная цель, которая преследуется социальным партнерством, это развитие и проведение работы по согласованию интересов, имеющихся у работников и их работодателей. Такие решения должны максимально соответствовать интересам этих сторон и обеспечивать эффективность трудовой деятельности. До свидания.